Привет! Меня зовут Ажар, и мы продолжаем запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы легко, быстро и эффективно запоминать казахские слова, увеличивать свой лексикон казахского языка и со временем, надеюсь, начать разговаривать и понимать на нем. Сегодня мы будем рассматривать и работать с таким словом. Бет. Бет означает лицо. Сразу оговорюсь, что в любом языке есть слова, которые имеют больше, чем одно определение. Это может быть и два, и три, и в русских языках встречаются слова, которые... В русском языке, например, есть слова, которые почти 20 определений, то есть 20 дефиниций. Но для того, чтобы не запутать, я, например, не хочу, чтобы вы сталкивались с какой-то трудностью. Поэтому мы будем делать постепенно по одному слову. Возможно, когда-то в будущем мы снова вернемся к этому же слову, но только уже в другом смысловом определении. То есть это же слово будет означать другой смысл. Бет – это лицо. Вот вы видите лицо, мое лицо. Теперь начинаем составлять русские предложения со словом бет. Женщины очень любят ухаживать за своим бет. Люди, когда утром просыпаются, они в первую очередь идут и умывают свой бет. Перед сном многие женщины тоже умывают свой бет, снимая какую-то декоративную косметику с нее. У младенцев кожа бет такая нежная и мягкая. Со временем, конечно, кожа на нашем бет, она становится более морщинистой. Но от этого никуда не денешься. Мужчины, основная часть мужчин, конечно, не наносит никакую косметику на свой бет, особенно декоративную. И уход за бет обычно у них включает там бритье и какой-то лосьон после бритья. Для того, чтобы бет выглядел красиво, молодо, есть специальные упражнения и очень-очень большое количество косметики разной. Ну и, думаю, качество нашего питания и количество витаминов, которые мы пьем, наверное, тоже влияют на то, как выглядит наш бет. Вот таким образом составляйте предложение со словом бет до тех пор, пока вы полностью его не поймете, полностью не проясните и не запомните, таким образом, что вы никогда не забудете это слово, и когда вам нужно будет использовать это слово на казахском языке, оно у вас раз и прилетит. То есть оно будет полностью устроен ваш мыслительный механизм. Составляйте предложения, пишите все свои победы, все свои достижения по изучению запоминанию казахских слов. Я жду ваших комментариев, пишите. Спасибо вам большое, что смотрите мои видео. И пока-пока, до новых встреч!